Детский лагерь мужества закрывает вторую финальную смену. Этим летом за 2 сезона здесь отдохнули около 700 ребят в возрасте от 7 до 15 лет. Многие дети приезжают сюда уже не в первый раз, так как мужество – это один из самых востребованных лагерей для организации детского досуга, оздоровления и новых незабываемых впечатлений. Запланировано было очень много мероприятий, которые мы все реализовали. Это и познавательные игры, квест, испытания, спортивные соревнования. Состоялось награждение, конечно, каждого ребенка отметили и в отрядах, и на уровне дружины. Каждый получил свою грамоту. Ребята подружились, конечно же, нашли много друзей. И завтра у нас прощальные огоньки. Мы увидим много слез. Ребята сегодня уже ходят со слезами на глазах, просят автографы у своих вожатых и воспитателей. Обещают собраться своим отрядом, таким же составом на следующий год. Первая смена прошла под названием «Тайны Аланхо» и была посвящена якутским традициям, культуре и обычаям. Ребята узнали о древнейшем эпическом искусстве народа Саха, занимающее центральное место в системе якутского фольклора и объявленного одним из шедевров устного и нематериального наследия человечества. Тема выбрана не случайно и посвящена столетию республики. Первая смена у нас называется «Тайна Аланхо» и посвящена она якутским традициям, культуре и непосредственно самому героическому эпосу Аланхо. Ребята в рамках мероприятий будут знакомиться с культурой родного края. Будут такие яркие мероприятия, как, например, театральный конкурс, где ребята должны будут разыграть в театральные сценки с театральными постановками непосредственно героический эпос Аланхо, который им выпадет на жеребьевке. Также будет танцевальный конкурс, на котором ребята должны будут разучить якутские танцы, представить различные представления с элементами какой-то якутской культуры в танцевальном формате. Множество квест-игр различных, в которых дети непосредственно знакомятся с какими-либо традициями, учат язык, учат различные якутские песни, кричалки и глубже погружаются в культуру родного края и в традиции. В этом году в лагере открылся новый корпус. В нем разместились старшие отряды, в том числе военно-патриотический отряд «Юнармия». Всего за лето 2 смены, по 21 день каждая. Лагерь у нас в этом году посетили, вот сейчас первый сезон, 350 детей. Это много как никогда, всегда 250. В этом сезоне 350. Это получилось благодаря, конечно, тому, что мы запустили новый корпус. И там располагается сейчас у нас 4 отряда. Самые старшие дети, потому что корпус находится далеко, и до столовой малышам идти достаточно проблемно. Это просто очень частый вопрос у родителей, почему не малыши в новом корпусе. Вот мы объясняем, почему. Для того, чтобы организовать детям качественный и безопасный отдых, задействованы многие структуры и ведомства. Причем подготовка начинается задолго до наступления летних каникул школьников. Желающих отдохнуть в лагере мужества каждый год становится все больше. Отличительной чертой является то, что в этом году мы запустили новый корпус, что позволило увеличить количество детей, прибывающих в каждую смену, почти на 100 человек. То есть, если раньше это было 250 человек, то сейчас это 350 человек. Кроме этого, на площадках наших школ созданы разновозрастные отряды, то есть, которые также пользуются популярностью как у детей, так и у родителей. И в общей сложности мы планируем оздоровить детей за 3 сезона почти 2000. Понятно, что цифра такая, хочется, чтобы она росла, но, к сожалению, имеющиеся возможности пока не позволяют увеличить количество, так скажем, охваченных летним оздоровительным отдыхом детей. А руководство Нерюнгринского района прикладывает все силы для того, чтобы увеличить. Но будем надеяться, что в будущем лагерь мужества будет расширяться. Сейчас уже разработан дизайн-проект, то есть в планах строительства лагеря на большее количество мест. Тема второй смены – медиа-вызов. Каждый отряд принимал участие в оформлении газет, изготовлении видеороликов и написании пресс-релизов. Работа лагеря заключается в том, чтобы обеспечить детям качественный и очень интересный досуг, чтобы им было интересно проводить время с друзьями на улице, в кругу сверстников, а не сидеть в телефонах дома и ни с кем не общаться. Вот. Мы с детьми стараемся побольше играть, занимать их какими-то мероприятиями, направленными на разные
творческие способности, например, на танцы, на рисование. Ну, каждый ребенок получает что-то свое в этом лагере, чтобы было каждому интересно. Всего в лагере 14 отрядов. К каждому прикреплен воспитатель и вожатый. Это педагогический состав Центра развития творчества детей и юношества и педагогический отряд «Легенда» при Союзе детских общественных объединений «Содружество». Все вожатые – подготовленные и обученные молодые люди, которые занимаются общественной деятельностью, готовят проекты и принимают участие в районных, республиканских и всероссийских конкурсах. В лагере мы занимаемся подготовкой к разным мероприятиям, получается. Ну, детей мы вовлекаем в мероприятия, опять же, то есть всякие конкурсы, сценки всяческие, там квизатлоны мы проводим постоянно. Вот. И по стечению дня у нас как бы идет вот завтрак, обед, полдник. Вот у нас как же день неполный получается день же у нас, да. Вот. И мы, на самом деле, у нас график очень сильно забитый, и мы стараемся выискать из каждого дня максимально эффективное время, чтобы как бы и детям было, так скажем, не лень этим заниматься, вот, чтобы у них были на это силы. И наша задача также завлечь детей, чтобы они этим занимались. У нас написана планшетка, мы эту планшетку читаем, смотрим, какие мероприятия у нас поставлены на неделю, и потом либо с детьми, либо с вожатыми готовим номера. Всему готовимся за 3-4 дня качественно, декорации, отправляем на старшего воспитателя, старшего вожатого, сами учим танцы, слова, ставим постановки и репетируем. Мы очень много чем занимались с детьми. Наша работа очень сложная, потому что вожатый – это многогранная профессия. Есть такое выражение – вожатый должен уметь все. Вот мы и стараемся уметь все. Кроме развлечений, для детей проводятся и познавательные мероприятия. Так, сотрудники и студенты медицинского колледжа провели выездной мастер-класс. Тема – оказание первой медицинской помощи. В рамках приемной кампании мы проводим ряд мастер-классов. И вот данный мастер-класс проводим на базе лагеря мужества «Азбука первой помощи». Вообще профориентационные проекты у нас в колледже ведутся с 2018 года. Грандиозный проект ведет Курганова Екатерина Михайловна. Они идут в течение всего года. Ну и вот в этом году решили в рамках приемной кампании также продолжить проведение этого проекта. И именно вот такие мастер-классы и интересные для детей. Первая часть – викторина. Ведущие задавали вопросы, на которые нужно было дать правильный ответ. А уже вторая часть – практическая. Ребята учились делать перевязки, обрабатывать раны, ставить уколы. Таким образом, закрепили навыки оказания первой медицинской помощи и потренировались работать в команде при чрезвычайных ситуациях. Я узнал, как надо, если перелом ноги, что нужно делать, как первую помощь оказывать. Вот эту вот штучку я забыл, как называется, шина, вот. Ее надо зафиксировать правильно и ногу перебинтовать. Нам говорили, как оказывать первую помощь. Я узнала, как перевязывать руку, ноги. Вот. Мы узнали то, что при открытой порезе можно сломать руку. Большой спектакль в честь закрытия второй смены подготовили совместно вожатые, воспитатели и административные работники. Перед выступлением артисты создали атмосферу театра и напомнили главное правило – не мусорить, не отвлекать актеров и не шуметь. Эта смена для отдыхающих пролетела незаметно. Позади 3 недели, наполненных свершениями и незабываемыми впечатлениями. Для многих это лето стало открытием новых ярких и талантливых ребят. Кто-то показал себя в искусстве, на сцене, в живописи и в других делах. Кто-то приобрел полезные знания и новых друзей. Я уже здесь был, и здесь так же классно, как и в прошлые разы. Почти что ничего не поменялось, кроме вожатых, воспитателей, и новый корпус построили.
Тут очень весело, тут очень классно, много всяких интересных мероприятий. Вообще, мне здесь очень нравится. Всегда почти мы заняты мероприятиями, но играем мы также часто. Наши воспитатели и вожатые очень добрые и отзывчивые. Ну, мы тут занимались, то играли, то веселились, то выступали, то придумывали что-то. Ну, вообще весело, тут очень весело. Я думала, сначала будет все тут все так же, как зло, я думал, там будет все. Первый раз, когда я пошел, все было нормально. Нам очень понравилось. Мы здесь играем часто. Здесь очень-очень вкусно кормят. Трехразовое питание. Игры вожатые включают. Можно играть с другими отрядами, можно ходить в другие отряды, конечно же. Вот. А так, ну, в принципе, нам очень весело, и мы тут участвуем в разных конкурсах, сценках. Мы самый лучший отряд, по крайней мере, в этой смене. Еще мы сегодня решили подготовить для нашего вожатого, тоже концерт такой маленький. Сегодня он был немножко занят, но он всегда готов нам помочь, и он ждет уже наш конкурс. Мне больше всего понравилось, наверное, играть. Питание полностью согласна, просто трехразово очень вкусно. Каждый день, каждые несколько часов кормят, очень вкусно. Мы очень часто играем, и очень часто делаем сценки и выступаем. В лагере было прикольно и весело. Нашла много друзей. В следующем году тоже хочу сюда прийти. Еда тоже вкусная. В корпусах мы обычно без дела не сидим, а во что-нибудь играем или, например, рисуем или между собой там разговариваем или что-то такое. В течение каникул ребята были вовлечены в калейдоскоп различных событий. Каждый день был не похож на предыдущий и наполнен яркими впечатлениями, общением и встречами с интересными людьми. Ведь лето – это всегда время игр, развлечений, свободы, восполнения сил и восстановления здоровья для следующего учебного года.